Доброе утро, дорогие телезрители! Мы вновь встречаем вас в эфире главного национального канала передача «Новый день». И я, Максим Гоголев. Сегодня понедельник, начало новой рабочей недели. В выходные прошли куча мероприятий для людей разных возрастов. Я надеюсь, что вы успели хорошенько отдохнуть, набраться сил и быть готовым к новой трудовой неделе. На календаре 26 августа. В этот день наши предки прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привелись осенние гнили. Православная церковь почитает память Максима Исповедника и Тихона Задонского. Сезон грибов. Погода просто располагала к тихой охоте. Каждый сейчас предвкушает и уже вкусил тот незабываемый вкус молодой картошечки с грибами. А давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу управляющей среды, центральные улусы в 6 часов утра 4:11, днем 20:21. Заречье 7:13, днем 16:19. Южные улусы 12:13, днем 15-19 градусов тепла. Вилюйские улусы 6:10, днем 21-23. Нижнеленские улусы 7:12, днем 20 градусов тепла. Западные улусы 9:11, днем 21 градусов. Колымские и индигирские улусы 10:12, днем 7:18. Янские улусы 4:7, днем 12:16. Северо-западные улусы 7:11, 11:22. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была 11 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается плюс 20-22 градуса. А далее мы перейдем к новостям. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Работникам угольной промышленности президент Владимир Путин предлагает дать право досрочного выхода на пенсию. Поручение глава страны дал после встречи с руководителями угледобывающих регионов. Речь в первую очередь идет о профессиях мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе. Напомним, Владимир Путин призвал глав угледобывающих регионов поработать над условиями жизни шахтеров и их семей, создавать школы, детсады, развивать инфраструктуру. Отдельный вопрос встречи – вопрос безопасности в шахтах. Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации. Все это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите, говорится в сообщении. Уточняется, что в список необходимых прививок к 6-7 годам входит порядка 30 вакцин, в их числе от туберкулеза, пневмококковой инфекции, гепатита Б, ежегодная вакцинация против гриппа и другие. Акция помощи молодой семье Дудкиных, которая столкнулась с опухолью мозга, продолжается. 3 сентября супруги Альбина и Артур должны вылететь в Сеул, в клинику Святой Марии, где девушки готовы провести операцию на головном мозге. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 2,5 миллиона рублей, а необходимая сумма – 5 миллионов. 15 сентября в культурном центре «Сергелевские огни» пройдет благотворительный концерт. Также оказать помощь семье можно переводом денежных средств через мобильное приложение. Реквизиты вы видите на своих экранах. Мы узнали совсем недавно, месяц назад, в начале июля. Сказали, что опухоль мозга и квота предоставляется только после Нового года. В нашем случае, как бы лучик света в темноте, появился шанс излечить эту болезнь в Южной Корее, в Сеуле. И 3 сентября Артур с Али уже вылетают. А нам нужна очень большая сумма, 5,5 миллионов.
Женщины вышли на пробежку в поддержку рек. Традиционный экологический забег «Бегущая Лена» прошел в Якутске. 300 представительниц прекрасного пола преодолели 3-километровую дистанцию. Перед стартом все участники смогли посетить занятия с профессиональным тренером по бегу. Маршрут забега пролегал от площади Победы до городского пляжа и обратно. Мероприятие проводится в 5-й раз в поддержку сохранения чистоты и величия реки Лены. За все время проведения в акции приняли участие более 1000 женщин разного возраста, самой младшей, которой было 2 года, а самой старшей 89 лет. Настрой принять участие. За призовое место, конечно, я бороться не смогу, но хочу принять участие, чтобы обратить внимание общественности на экологические проблемы. Я первый раз участвую в забеге, мне понравилась сама идея, то, что он призван как бы именно просвещению экологическому и организации раздельного сбора. В Якутске мне эта тема очень близка, поэтому я решила принять участие в забеге. На площади Ленина в Якутске состоялась ярмарка раздача бездомных животных. Собаки и кошки, подопечные волонтерской организации «Помоги выжить» ищут свой дом. Каждый желающий смог получить консультацию от волонтеров по уходу и воспитанию за питомцем, узнать о том, как стерилизовать и кастрировать. Все четвероногие здоровы и готовы к жизни в семье. Будущий владелец обязательно заключает договор с организацией, а у тех, кто не может себе позволить домашнее животное, могут помочь кормом и другими необходимыми мелочами. Это последняя ярмарка бездомных собак и кошек в этом году. Благодаря таким мероприятиям волонтеры смогли пристроить 500 питомцев. В основном мы забираем экстренных животных. Вот 2 щенка, которые сейчас в клетке. Одну сбила скорая помощь. Мы ее забрали, оперировали. И вторую, скорее всего, тоже сбила машина, у нее был перелом лапы. Мы их вылечили и сейчас их пристраиваем. Давно уже думали брать щенка, собачку хотели завести. И сегодня выбрали. Щенок здоровый, хорошенький. Надеюсь, он будет хорошим другом нашим детям. Будем за ним ухаживать. Дети очень любят, ждали этого момента, конечно. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Спасибо нашим коллегам. А теперь я бы хотел поговорить с вами о грибах, о том, как их собирать и как быть, в общем, подготовленным. Во второй половине августа, в сентябре, к дачникам на дорогах добавляются еще и грибники. Они везут ведра, резиновые сапоги, вареную курицу и согревающие напитки. Выбрать, куда поедете за грибами, нужно заранее. Это называется предварительным поиском. Лучший предварительный поиск – это, конечно же, сарафанное радио. Еще с уроков природоведения в школе все помнят, что едим мы плодовые тела грибов, а растут они на грибнице. Называется мицелии. Логично, что из года в год на сбор нужно отправляться в одни и те же удачные места, потому что они не распространяются, а всегда растут только в одном месте. А у кого же узнать? Да, сарафанное радио действует по принципу близких людей. Это, скорее всего, продавцы грибов, бабушки, соседи, пользователи местных форумов. Посмотрите, у кого-то, может, у друзей в прошлом году выставлены фотографии в Инстаграме. И не бойтесь идти в те же самые места, в которые уже ходили, потому что они никуда не уйдут. Они в каждой неделе растут заново. Также я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете до нас дойти, передать кому-нибудь привет, поздравить по номеру 8 914 279 22 62. Так, и сейчас будет сюжет о том, как проводят люди последние дни лета. Что осталось? Осталось совсем мало, совсем неделя только осталась. И хотели бы посмотреть об этом. Проводить больше времени с родными, с друзьями, готовиться к школе. Вообще не хочу, чтобы лето уходило. Поменьше бы дождя бы, немножко тепла бы, и чтобы осень как-то продлилась. На сопку любви поеду на автокино. С кем? Со всеми.
собираюсь домой ехать. Не знаю, успею за ягодой, нет, сходить еще за голубицей. Здорово заняться, спорт, всякое такое. Чисто здоровье за собой слежу и все. В пятницу нас собирают на праздник пожилых людей. Вот, пойду туда. Последний на поступление пойду, в Томск лечу скоро, в аддитистов. В Томску привыкать и все. Не буду ловить лето я за хвост, потому что я люблю зиму, я буду встречать осень. Не надо ловить лето за хвост. Кто-то ловит, уезжает за теплыми солнечными днями, а мне нет, я буду ждать осень. Прошел ежегодный форум «Синергии Севера», и по этому поводу мы сюда к нам пригласили гостей. Василину Павловну Лукину, руководителя направления «Лидеры России» и исполняющей обязанности председателя молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Также наш второй гость – это Ефремов Айсен, консультант ООО «Алмаз», победитель конкурса проекта в направлении «Лидеры Якутии». Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про итоги «Синергии Севера». Вчера буквально вечером мы приехали с форума. Форум проходил в течение 5 дней в Намском Улусе впервые на территории очень красивого комплекса, который был построен в этом году для СХ Олонхо. И в течение 5 дней мы проводили образовательную программу по 5 направлениям. Я была руководителем направления «Лидеры Якутии», где приехали более 30 молодых людей из разных улусов, разных районов, городов, сел. И представители разных общественных организаций, предприятий. Это молодые руководители, молодые лидеры и просто инициативные молодые люди, которые хотят сделать что-то хорошее, что-то новое, изменить жизнь вокруг себя. Ну, образовательную программу мы основную выстроили для развития 8 основных компетенций, по которым эксперты всероссийского конкурса «Лидеры России» оценивают полуфиналистов и финалистов конкурса. Например, в первый день мы развивали такие качества, как умение работать в команде, коммуникация, да, проводили различные тренинги. А второй день у нас был направлен на развитие таких компетенций, как лидерство, стратегическое мышление. В этот день у нас наши участники встретились с Денисом Георгиевичем Белозеровым, заместителем председателя правительства, и который сам был председателем молодежного правительства второго состава. Третий день у нас был направлен на такие компетенции, как инновационность, готовность к внедрению изменений. Да? В этот день мы встречались с резидентами технопарка, IT-парка. Ну и в течение 4 дней с нами работал наш приглашенный эксперт из Владивостока Алексей Кулинич. Он является кандидатом политических наук, сам финалист «Лидера России» этого года из Приморского края. И он в течение 4 дней обучал именно навыкам проектной деятельности, по итогам которого наши ребята смогли свои идеи упаковать до проекта, довести до конца и презентовать вчера свой проект. Здорово. А какие направления были? Направления, вот 3 направления, они остались из ранней синергии. Это мы добровольцы, я инженер, профсоюзная площадка ProfLife. И в этом году были добавлены 2 новых направления. Это наши лидеры Якутии и молодежь Арктики. И тут надо отметить то, что особенность синергии в том, что каждое направление организуется какой-то молодежной общественной организацией. То есть это форум, который проводится молодежью для молодежи. Например, вот «Лидеры Якутии», наша площадка, организатором является молодежное правительство. Молодежь Арктики, организатор молодежный парламент и молодежный совет Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Площадка «Я инженер», организаторы общественной организации «Я инженер», ProfLife, молодежный совет Федерации профсоюза. Мы добровольцы, организаторы Центра по работе с волонтерами Якутии. Поэтому в этом и основная особенность, фишка форума. И, наверное, это то, почему молодежь так любит форум «Синергия Севера». Айсен, расскажи, пожалуйста, по какому направлению ты участвовал? Я участвовал по направлению «Лидеры Якутии». Василина Павловна была нашим руководителем. Ну, все прошло очень здорово.
Я на самом деле первый раз вообще принимал участие в подобного рода мероприятиях. Вот. Ну, раньше было что-то, там, может, лагеря, там еще что-то, но вот именно форум конкретно и такое, ну, как бы это было очень круто. А как ты готовился? Ну, смотрите, у нас получается, когда я туда уже шел, в принципе, у меня в голове был примерно проект. Ну, там уже было, типа, вы можете защитить свой проект, грант, такую-то сумму выиграть. Вот. Ну, я примерно представлял, что буду говорить. Вот. Но именно там заявку и так далее ничего не говорили. Как бы. И так получилось, что мы приехали туда. У нас был куратор Алексей Кулинич, он очень отличный тренер, я бы сказал. Вот, он нам преподавал, объяснял, как составлять проекты, как их все писать, как бы, и так далее. Вот. И так получается, у нас была теория, которую можно было сразу же как бы отработать на практике. Вот. Ну и так получилось. И ты победил? И я победил, да. Поздравляю, кстати. Спасибо, это здорово. У нас вот ведь по итогам защиты проектов 3 проекта стали победителями, и они рекомендованы на получение гранта правительства Якутии, и при поддержке правительства эти проекты будут реализованы. Это просто здорово. И какие итоги от синергии Севера? Вообще, мы, когда готовили нашу площадку, ставили себе цель, что по итогам нашей площадки участники должны немножко измениться, в большей степени, чтобы быть готовыми брать на себя ответственность, инициативу за то, что происходит вокруг них. Поэтому мы делали акцент на проекты, направленные на молодежное самоуправление. Вот, допустим, в числе проектов проект Айсена, проект девочек из Кабайского улуса, это Анисия, Аня и Сардана. Они представили тоже проект по работе с молодежью Кабайского улуса. Они будут проводить выездные мероприятия в труднодоступные села и проводить тоже мероприятия по проектной деятельности. Да? То есть девочки приехали, у них тоже, основной акцент будет на проектную деятельность. То есть девушки приехали, обучились и хотят своими знаниями делиться с молодежью, которая живет у них в улусе. Вообще очень круто. И, например, 3-й проект, который победил, это проект ребят из Якутскэнерго. Вообще хочется отметить активность молодежи Якутскэнерго, молодых специалистов. В нашем направлении было аж 6 молодых специалистов из Якутскэнерго. И они тоже подготовили свой проект по созданию молодежного движения в одном из многоквартирных домов города Якутска. И они тоже будут на общественных началах заниматься там благоустройством территории, различными такими социальными проектами. Основные итоги, кроме проектной деятельности, кроме проектов, которые победили гранты, да, я думаю, что все-таки основное это команда, которая сформировалась на синергии Севера, это вот полезные контакты, это нетворкинг, знакомство. Мне кажется, вот по итогам молодежных мероприятий, вообще любых мероприятий, это самое главное, это общение с людьми, которые... Появляется контакт. Да, контакты, чтобы в будущем реализовать какие-то совместные проекты. Когда ты видишь рядом с собой молодого человека, который твоего же возраста, но что ты сделал, ты понимаешь, что ты тоже можешь это сделать. И я думаю, что такая мотивация, она самая важная. Это просто замечательно. Действительно, контакт с людьми находите, да, и уже, наверное, уже появляются новые какие-то идеи, да, для будущего. Да. Я еще раз поздравляю. Это было здорово, да. Спасибо вам. Спасибо. Среднее специальное образование становится все популярнее. Надо заметить, что можно поступить не только после 11 класса, но и после 9. Что имеет ряд преимуществ. А какие специальности наиболее востребованы, узнаем в следующем сюжете. Востребованными специальностями и профессиями для выпускников 9 класса стали мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, дошкольное образование и повар-кондитер. А для выпускников 11 классов – сестринское дело, преподавание в начальных классах и лечебное дело. Поток абитуриентов у нас, как показывает статистика, увеличивается. Желающие поступить именно после 9 класса, они увеличиваются, да, в количестве. По специальностям медицинские специальности, лечебное дело, сестринское дело, дошкольное образование, да, в плане педагогики у нас являются вакантными местами, а также после 9 класса у нас вакантными специальностями и профессиями стали повар-кондитер и специальности, связанные с автоматикой.
По данным приемной кампании, максимальное количество заявлений поступило в Якутский педагогический колледж. В ВПК конкурс на одно место составило 14 человек. На сегодняшний день у нас принято 53 заявок из 100 мест бюджетных. Мы представляем такие специальности, как после 9 класса у нас набор студентов по профессии мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 25 мест бюджетных. А после 11 класса у нас специальности идут электромонтер электрических сетей и электрооборудование, 25 бюджетных мест. Кызылсырский филиал оператор нефтяных скважин и газовых скважин и оператор нефтепереработки, тоже по 25 мест. На данный момент организации ведут подсчет данных, формируют списки предварительно зачисленных абитуриентов. В этом году по контрольной цифре приема обозначили 250 студентов прием. Принимаем мы на базе 9 класса и на базе 11 классов. На базе 9 класса у нас 8 специальностей и профессий, где мы уже почти что набрали. И на базе 11 класса 2 специальности и профессии. Сейчас нам остается несколько человек набрать по профессии машинист на открытых горных работах. 3 места осталось, поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю абитуриентов, которые на базе 11 класса, на квалификации. 2 квалификации получают: машинист бульдозера и машинист экскаватора. На базе 9 класса все бюджетные места мы закрыли, и осталось платные на организации технологии защиты информации. Всего по республике принято более 18 тысяч заявлений. Из них на базе основного общего образования более 7 тысяч. На основе среднего общего образования более 10 тысяч заявлений. Наталья Колесова, Илья Жараев. Новый день. К нам пришло сообщение. Сердечно поздравляю сестру Аксентьеву Зинаиду Кирилловну. С 70-летием. Поздравляем. Желаю крепкого здоровья, долгой жизни и счастья. С приветом, сестра Наталья, Альбина, село Харбалах, Верхневилюйский улус. Сезон охоты, как много в этом слове. Осенний сезон охоты, и еще больше смысла в этом. С 1 августа началась охота на дикого северного оленя, на барана и на бурого медведя. 17 августа началась охота на водоплавающую и боровую дичь. А какие точные сроки, мы узнаем в следующем сюжете. Открытие сезона охоты – это всегда большой и значимый праздник для настоящего охотника, к которому необходимо готовиться заранее. В Якутии с 1 августа началась охота на дикого северного оленя тундровых популяций, снежного барана, бурого медведя. А 17 августа открылась охота на водоплавающую и боровую дичь. А также с 1 сентября у нас ожидается открытие охоты на самца лося. Получается, у нас с 1 сентября по 30 сентября на сроком. Ну и все половозрастные группы у нас, получается, вот на копытных животных у нас открывается охота с 1 октября по 15 декабря. Это у нас по всей территории, это на лося, на благородного оленя, на сибирскую косулю, все половозрастные группы. Также у нас с 1 августа произошло открытие охоты на бурого медведя, снежного барана, дикого северного оленя. У нас на бурого медведя определены сроки с 1 августа по 30 ноября. Этим летом ситуация с лесными пожарами в республике стояла сложная. Но в Министерстве охраны природы уточнили, что информация, распространяемая по мессенджеру WhatsApp о том, что в Якутии переносятся сроки летне-осеннего сезона охоты из-за ситуации с лесными пожарами, недостоверная. Эта информация является недостоверной. На заседании КЧС такого решения не было. Ну и сроки у нас действуют в соответствии с параметром охоты, как обычно. Сроки сезона охоты в республике не меняются и действуют в соответствии с указом президента республики. Подробнее со сроками можно ознакомиться на официальном сайте Минэкологии Якутии. Наталья Колесова, Арсен Степанов. Новый день.
И на этом мы с вами прощаемся. Я вам желаю продуктивного дня. Будьте с нами.